Родилась я в селении Чекала Иравского района. Семья у нас большая и дружная, 6 детей, 3 девочки и 3 мальчика. Училась в Чекалинской средней школе. После окончания школы хотела поступить в цирковое училище на клоуна, но родители были против. Нас воспитывали в строгости по всем осетинским обычаям. Мой отец был ветераном Великой Отечественной войны, дошел до Берлина. Мама работала в редакции газеты, а после в школе. Уважение к старшим и любовь к родине нам прививали с первых дней жизни. На первом месте у наших родителей были честь и совесть. После школы я пошла работать на почту телефонисткой. Потом, переехав в город Владикавказ, работала на заводе «Топаз» и танцевала в заводском ансамбле. Вышла замуж. Воспитываем с мужем 2 детей. Меня зовут Мира. Я живу во Владикавказе. Я вам сегодня покажу, как наши традиционные пироги печь надо. Моя бабушка их очень хорошо, очень вкусно пекла, поэтому я тоже научилась у нее. И мне очень хочется, чтобы все знали о наших пирогах. Приступаем. Для начала у нас начинки сейчас есть с сыром, есть начинка, есть сыр с картошкой, есть с мясом начинка и тесто. Тесто готовится: мука, дрожжи, маргарин или масло сливочное, молоко. Это каждый, по-моему, на глаз готовит большинство, потому что рецепты никто не... Это старинное блюдо, так что рецептов там не было. Тесто надо приготовить заранее. Употребляются, естественно, остинский сыр, свежий сыр. Размять хорошенько. Еще вкуснее с кукурузной мукой. Чуть-чуть можно добавить. Еще немножко соли. И это с сыром начинка. Теперь вот начинка с картошкой. Картошку отварили, тоже помяли. Добавили свежий сыр. И главное, надо добавлять, некоторые добавляют, когда остынет вот картошка, вот тогда. А если вот, допустим, добавляешь, когда горячая еще картошка, и туда сыр кладешь, то сыр бывает тянучий, очень вкусный. И еще туда можно добавить сметану. Начинка получается очень вкусная. Вот. А это у нас старинный, называется начинка из мяса. Туда добавляется перец, туда добавляется, значит, чеснок, лук. Мама и отец, значит, тогда по тем временам в колхозе работали они. И, ну, мы не так, как вот нынешняя молодежь сейчас, а все делали по хозяйству, и со скотиной тоже помогали, и в колхоз нас забирали тоже, и со школы забирали, и родители тоже в огороде работали, как говорится. И они были, значит, в колхозе на прополке. Я пришла со школы и думаю, да, я попробую пироги спечь. И самое трудное – готовиться с бурачными листьями. А я начала с них. Думаю, попробую. Если не получится, то можно будет скотине отдать. Я взяла и тесто сделала на соде. Сода и сыворотка. Тоже нежное тесто получилось. И первый пирог, когда спекла, бабулька-соседка, я к ней понесла. Я говорю, попробую, я говорю, если они не годятся, я говорю, я их выкину. Она как засмеялась. Ай, какие вкусные, ай, как хорошо, ай, как вкусно. 7 штук пирогов спекла. И полотенцем тепло накрыла, чтобы не остыли. Вечером мама с папой пришли, и мать, ой, сейчас готовить начать. А я говорю, а я приготовила пироги, спекла. Да, вы испечете. Я говорю, я спекла. Отец даже руки не помыл. Побежал, посмотрел, порезал. Ей-богу,
Они вкуснее, чем твои. Посмотри, говорит, какие тонкие и ровные пироги получились. В кавказских народах испокон веков мне нравилось и нравится гостеприимство, доброта, как они друг за друга держатся, как друг друга любят, уважение к старшим. Вот это мне нравится у нас, у всех, у кавказских народов. У нас традиции, как говорится, старшие первым долгом должны уважать младших. Это как отдача бывает. Если старший младшего не уважает, например, вот возьмем вот наш двор, да, ребенок идет, ребенка обучают родители, чтобы он здоровался со старшим. А младший не должен здороваться со старшим за руку, если старший не подает руку. Граница должна быть. Я пою наши национальные песни. Есть и других национальностей песни тоже пою. Всю жизнь я мечтала об искусстве, любила петь и танцевать. Организовала ансамбль «Баркат» в 1996 году. Вот уже 25 лет наш ансамбль радует жителей Осетии своим творчеством. Но у меня есть еще и хобби. Я люблю изобретать музыкальные инструменты. Мой отец всегда говорил, что надо помогать людям. Вот так я и стараюсь жить. Участвую в благотворительных мероприятиях, которые проходят в республике. Стараюсь и сама организовывать акции, концерты в помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Самая вкусная кухня – это наша осетинская кухня. Очень много у нас старинных рецептов. Когда всю еду, все блюда готовишь по старинному рецепту, это очень вкусно, очень калорийно. Есть у нас еще осетинское традиционное пиво, которое варится, готовится на ячменном солоде, самое главное. Потом, значит, хмели, пивные дрожжи, фильтруется на соломе. И получается очень вкусное пиво. Можем любого угостить. Есть у нас еще традиционная зыка, которая тоже готовится. Сметана, сливки, кукурузная мука, ну немножко соли по вкусу. Еще можно это зыка, второй рецепт такой, что там есть свежий сыр, немножко сметаны и тоже кукурузная мука. Это по старинному рецепту, как наши предки готовили. Люблю готовить для родственников, для друзей, для гостей. Любых гостей можем принять по высшему разряду. За час мы успели приготовить наши осетинские блюда. Картофчин с картошкой пироги, 3 пирога, с сыром 3 пирога, с мясом пирог. Вот этими пирогами можно самых хороших, самых дорогих гостей встречать, провожать по хорошим поводам. Яфтамай, Найрон, Харинактай, Жардабная Хонам, Чидаритар Басава Хеодонан, Табуавши.
Мананам чирбаздим махаринакта кайжардалар лаудышты хеудонан даша сарам бомбира, амонджинон арахтаря хаврашул зинаттам куцевой хеусамон пошел. Это я сказала, что милости прошу, и кто вот придумал, и кто вспомнил о наших обычаях, о наших блюдах, дай Бог им здоровья. Я всем хозяйкам, как говорится, желаю, чтобы было у них желание дома что-то приготовить, гостей принимать как следует, с улыбкой, чтобы между глазами морщинок не было, а с улыбкой принимали гостей. И побольше учились уделять внимание нашей национальной кухне.